Дорогие друзья, добрый вечер. Всем привет. Меня зовут Аза Авдали, и в гостях Хуриот Хазе, заслуженный артист России, выдающийся танцовщик, мировая звезда, суперстар мирового балета, талантливейший и обаятельнейший Владимир Аджамов. Добрый вечер, Владимир. Вот рада очень вас видеть. Спасибо, что вы здесь. Спасибо. Слушайте, вот хочу спросить, только что мы видели вот этот отрывок из «Ваш танец». О чем это вообще? Это балет? Чему это посвящено? И о чем этот танец? Это балет, поставленный известным хореографом, один из основателей современного балета в России, Леонидом Лебедевым. Вот. Да. А тема этого спектакля посвящена моим родителям. Потому что, во-первых, мне было интересно поработать с курдской музыкой. Там есть мотивы курдского фольклора. И потом мне было важно высказаться свое отношение к своим родителям. И этот спектакль я сделал 15 лет назад и впервые показал его в Петербурге. Вот так. Слушайте, ну потрясающе, такое волнительное посвящение родителям, совершенно необычное, конечно. И это называется «Дорога к себе». Что это значит «дорога к себе»? Вы шли к своим корням, да? Да, вот... к своим корням, к своему миру. Нас разносит в мире много эмоций, много отношений. Но всегда, когда трудно, мы возвращаемся к себе, к своему народу, к своей семье, к своим близким. Вот это об этом. Абсолютно с вами согласна, абсолютно с вами согласна. И это очень трогательно, то, что вы вот именно так вот этими словами говорите, озвучиваете. Очень важные вещи. Может быть, для кого-то это метафизика, но это мы без нее ничто, понимаете? Я не знаю, где сидит в нас этот ген, который отвечает за наши чувства к нашим корням, к нашей крови, но он же есть в каждом человеке, независимо от национальности. Вот мы забиты на эту какую-то дорогу к себе бесконечно всю свою жизнь. Но я, знаете, вот хотела бы с чего еще начать. Я хотела бы вернуться к событиям, к истории дней давно минувших. Давно, много лет тому назад в Тбилиси я услышала, даже не помню уже от кого, я услышала историю о том, что из Ленинграда в Тбилисское хореографическое училище приехала некая комиссия с миссией там вот, ну, посмотреть детей и найти каких-то очень талантливых. И что вот они обнаружили в этом Тбилисском хореографическом училище абсолютнейший бриллиант. И это были вы. И они предложили вашим родителям, что вот мы бы хотели, чтобы ваш мальчик продолжил свое образование, учился балету в Альма-Матер, в одной из самых лучших, ну, мировых школ балета, в Вагановском училище, и что якобы ваша мама сказала так, ваши родители, ну, типа они согласились, но при одном условии, что заберут и дочку, которая тоже, ваша сестра Нателла, она тоже якобы училась. Вот я это пересказываю, понимаете, прошло уже столько лет, я это помню. Значит, что-то, вот вы и Нателла. Значит, как-то это задело мое воображение, вся эта история. Так это так или не так? Ну, немножко не так. И вообще эта история была очень интересная. У нас был удивительный папа, который очень любил искусство. Это не только балет, это и живопись, и литературу. И вообще, когда он появлялся дома, он всегда приходил к каким-то новым произведениям, с новой книжкой. И потом мы вечером, у нас было такое время, когда мы читали. Сперва, когда были маленькие. Это мама читала, потом у меня сестры читали. Вот. И дома была такая атмосфера очень интересная с точки зрения любви. Вы знаете, вот дом, когда полон любви, когда родители поют, когда, если папа был свободен, мы могли выезжать за город на какие-то пикники, где мы смеялись, где мы играли. Вот удивительные были родители, они очень любили друг друга, и поэтому
происходили сумасшедшие вещи дома. Мы создавали театр дома, читали стихи, делали декорации. Я серьезно говорю, это все было, вы представьте себе, это да, время это очевидно, годы. Владимир, понимаете? Это же совершенно очевидно, потому что только у таких родителей, только в такой семье могли вырасти такие дети, как вы и Нателла. У вас было двое детей или 2 ребенка? 5. И каждый 5. получил... Да, и для родителей было важно, как для всех нас, родителей, важно, чтобы дети были успешными. И каждый получил то, что он желает, трудясь. Вот это удивительная вещь, они нас научили трудиться. Я довольно часто вспоминаю, как отец учил класть кирпич, рубить дрова. Мама учила нас музыке, учила нас вплоть до вязания. Для чего нам это? Было непонятно. В общем-то. Но у нас было время, когда мы что-то всегда делали дома. Вот это удивительная вещь, когда мы успевали и на улице поиграть, и уроки сделать, и еще что-то поделать и руками, или головой. Это вот они создали такую атмосферу у нас дома. Это важно, и я довольно часто вспоминаю своего отца, который, приезжая в Питер, а я работал, и довольно мало времени, работа, она требовала всегда времени, всегда мне говорил, сходи туда, посмотри это, сделай то-то. Он гораздо в гуще событий жизни театральной был больше, чем я. Это было всегда так интересно. Он, простите, Владимир, а кем он был по профессии? Просто водителем. Да? Удивительно. Да, и, наверное, он в душе гораздо больше желал, чем сам реализовался как единица творческая, но как единица отца он состоялся на 200%. Это абсолютно. Это очень важный факт. Ну, а ситуация выглядела так. Я в какой-то момент понял, я занимался балетом, боксом, плаванием, все одновременно. Еще успевал драться на улице, и еще успевал много всякого делать, и читать книжки при этом. И мне надо было решить, чем я хочу заниматься. И вот так получилось, что ситуация так получилась, когда я понял, мне надо уезжать из города. Почему? Потому что я хотел заниматься уже, в Тбилиси я занимался балетом, это было очень легко, понимаете, с точки зрения танца. Я хотел научиться действительно танцевать. Я попросил родителей, отпустите меня. Слушайте, извините, хочу спросить вас. Вот понимаете, я прекрасно понимаю ваш порыв, но я же помню то время тоже, я тоже росла в Тбилиси, тоже в курдской семье. Понимаете, вот балет – это же все-таки элитарное искусство, да? Оно не укладывается, это не та сфера, которая укладывается в эстетические пристрастия, во вкусовые массы. Как же у вас случилось в вашей семье? Вот моя мама мне при всей своей, так сказать, при всем своем уважении к нам, к детям, в балет бы она меня не отдала. Значит, у вас какие-то были уникальные родители. Потому что балет, даже для грузин, это было слишком. Да, это удивительно, но с моей точки зрения там было чисто прикладно. У меня сестра училась в балетной школе. Надо было встречать и провожать. И папа, недолго думая, он подумал, что, в общем, было бы неплохо, если бы он учился с ней, и ее встречал и провожал. Я так думаю. Мама сказала, не обижай папу, сходи. Я серьезно говорю, я был очень толстенький, упитанный такой, типично курдский ребенок, в хорошем смысле этого слова. Кучерявенький. Я пошел, я люблю своих родителей, почему нет? В общем, было очень смешно, потому что я был толстенький. И теперь они спрашивают на приеме, а ты такой толстенький? Я говорю, я не толстый, у меня просто кость крупная. Они там все ржали, они меня приняли. И я там учился. Но мне, как нормальному мальчишке, это было скучно. Я убегал очень часто,
у меня куча друзей было в городе. Я знал, как себя применить в этой истории. Понятно. Ну, давайте тогда вернемся все-таки так. Вот вы уехали в Питер, в Ленинград. Как складывалась там ваша, вообще, вот сказать, ваша жизнь вот уже без родителей? Как вы справлялись со всеми делами? Вы знаете, мне, наверное, по жизни всегда везло на хороших людей. Это тоже большое везение, правда? Я счастлив в этом отношении, потому что меня всегда любили. Я честно говорю, это не кривляние никакое. Я вам верю. Повезло, что человек, которому я попал в руки, он искренне ко мне относился и видел во мне какой-то потенциал. И буквально за полгода мы осилили всю программу, которую я не успел пойти в Тбилиси. Ну, школы разные, и запросы, и задачи разные. Вот. Мы догнали с ним за полгода и перегнали класс. И на всю жизнь он мне остался как человек, который научил меня любить искусство, балет. Не себя, а балет. Вот. Он учил меня... Это кто, простите? Как его фамилия? Литвиненко. Это ведущий танцовщик Михайловского или Малого театра, того старого. Ему сейчас уже 105 лет. Его нет уже здесь, в этом мире. Вот. Но вот та любовь, которую он отдал мне, это дорогого стоит. Дорогого стоит, это потому точно. Что... Вот. И да, другие педагоги, как Борис Брагвадзе, вот, как Борис Шавров, вот, люди, которые меня в школе учили танцевать. В эти же Скажите, годы... пожалуйста, Владимир, скажите, пожалуйста, вот вы насколько я знаю, вы закончили училище, и буквально в 19 лет вы уже становитесь мировой звездой. Как это случилось? Ну, это случилось... Я уехал, я собирался на конкурс, я должен был поехать на конкурс. И, ну, в советском время бывало такое, когда ведущего танцовщика орган безопасности не выпустили. И мне сказали, поедешь в Париж. Не на конкурс, а в Париж. Но я жутко обозлился, потому что я очень хотел поехать на конкурс международный. Вот, и я уехал туда. И буквально у меня там произошла премьера. Здесь, уезжая, я приготовил Жизель Альберта, ведущую роль для Парижа. И уже в Париже у меня состоялась премьера Ромео. Вот. Потрясающе. И это было буквально, ну, мальчишка абсолютно, ну, представьте себе, который рос в интернате, у которого были... Ну, еще не знал, что такое пиджак, представляю. Костюм. И это все было очень неожиданно для меня. Я утром проснулся после Жизеля, и мы с моей партнершей вышли на улицу и зашли, есть такой там магазин Лафайет в Париже. Знаю, ну, на Осман. Купить мне джинсы вельветовые, что Левис, я как сейчас помню. И вот мы зашли в этот магазин, и там все продавцы, люди стали узнавать. А потом уже, когда пресса пошла, стали читать, вот тогда я понял, как можно проснуться известным. Это произошло в Париже. И уже дальше все гастроли парижские, французские гастроли. Мы танцевали... параллельно. Васильев, Максимова и я, Евсисенко. Вот все гастроли. И тогда было очень интересно, такая известная прима-балерина Франции Ивет Шевере, она когда меня увидела, в общем, я ей очень понравился, и она меня опекала очень в Париже. Вот была такая история. Ясно. Слушайте, а вам говорили, вот, что у вас абсолютно балетная фактура? Ну, вот все у вас, понимаете? У меня абсолютно курдская фактура. У меня фактура моего отца. Да, я потом обязательно об этом скажу, что у вас курдская фактура. И
Вот в связи с этим, знаете, что я хочу сказать? Вот, ну, может быть, времени у нас не очень много будет, зарядка у меня садится, но я хочу вспомнить одно имя. Вы слышали когда-нибудь такое имя? Лейла Бадерхан. Нет. Ну, слышали? Нет, Так вот, напомните. тогда вот, раз вы говорите, что у вас курдская фактура, была такая девочка из курдской семьи аристократической, Знаю, да. знаете, да? Вот Да. она же стала первой известной балериной в мире курдянкой, причем прима-балерина. Она танцевала и в парижской Гранд-Опера, и в Ла-Скала. Ой, так хочется много о ней рассказывать. Дорогие друзья, если кто не знает, пожалуйста, почитайте о ней. В интернете много есть материалов о ней. Вот она, так сказать, на всех афишах, так сказать, вот когда писалось, да, такую-то партию танцует курдская принцесса Лейла Бадерхан. И когда при ней, в ее присутствии говорили, чтобы у вас восточные корни, она говорила, нет, у меня не восточные корни, у меня курдские корни, я курдянка. Понимаете, как это важно? Вот возвращаясь к нашему разговору о дороге к себе. И вот обязательно хочу напомнить один момент из ее, ну, блистательной вообще жизни, как балерины. Она один из своих танцев танцевала в Гизе, вот прямо на площадке перед Сфинксом. В темноте, представляете, горят эти прожектора, и вот эта курдская принцесса танцует под курдскую музыку. Ну, это, наверное, что-то совершенно вдохновляющее. И вот. Так что да, она тоже говорила. Вот вы не единственный, который артист говорит, что я курд. И я горда это слышать, мне это очень приятно. Она тоже говорила, что она курдянка. Да. Вот, из этого балета вашего. Слушайте, восхитительно просто.
Скажите, пожалуйста, а что для вас танец? Вот что вы вкладываете вот в эту, ну вот в это ваше самовыражение? Ведь вы самовыражались в танце, правда? Да, самовыражение, но не самовыражение, а те мысли, которые есть в данный момент у меня, о чем я Вот, думаю, да. о чем я переживаю, что мне дорого и в данный момент, и что я хочу сказать зрителю. Это самое важное, потому что танцевать, ну, когда я был маленький, учился в школе, и первый год, наверное, который я работал в театре, это техника, это, как сказать, эффектность. А дальше со временем уже пришло, понимаете, это краска. Это не значит, что я танцую. Если я буду рисовать, я буду также рисовать, я буду рассказывать о чем-то. Или если я буду кино делать, я буду рассказывать о чем, использовать те краски, чтобы Вот, выразить... я вас прекрасно понимаю, да. Да, это именно так. Потому что, Самое знаете, важное. ну, это какой-то ДНК, через который талантливый человек, такой как вы, он вот, он как бы, он, как сказать, осуществляет свою суть. Вот мне так кажется. Ну, вообще, творчество, ну, для меня лично, танец одна из возможностей передать, то есть одна из красок. Мир настолько богатый и настолько разнообразный, если у тебя есть что сказать, ты можешь говорить не только в танце, но еще в другом. Это очень важно. Безусловно. Это Безусловно. только то ремесло, которым я владею. Вот, а вы еще чем-то владеете, другим ремеслом, например? Ну, допустим, я очень, по-моему, я очень неплохо ставлю спектакли. По крайней мере, то, что я делаю, это интересно, как постановщик. То, как я могу создать, как это сказать, сценографию сцены, все, что связано со сценой, это тоже. Или то, что я, допустим, если делаю какую-то работу, мне обязательно необходим сценарий, который я должен сделать. Ну и так далее. Понимаете? Вот это очень важно, уметь учиться ремеслу, чем ты занимаешься. Потому что, когда я танцевал, я никогда не думал о том, что я что-то еще другое могу делать. Я учился по ходу. То есть вы все время в процессе, и это замечательно. Скажите, пожалуйста, а вот ваша сестра, которая тоже с вами занималась балетом, как сложилась ее судьба, ее карьера? Она работала в малом театре, танцевала какие-то интересные современные работы, довольно интересно. Вообще она была очень способная, чисто физически. Я всегда говорю, наш народ очень вкусно сложен. И настолько сказали. У него удивительная физическая форма. И оно как-то стройно, его сухожилия, мышцы, все очень ладно сложено. Вот как неудивительно, но это факт. Это факт. Знаете, хочу напомнить, недавно я делала интервью со Светланой Касьян, но у нее же уникальный голос совершенно. Я говорю, а вот откуда у вас это? Она говорит, ну это, говорит, наше национальное, так сложены наши вот какие-то связки, что ли. Это наш курдский голос. Слушайте, я так рада это слышать, это так меня радует, что люди творческие, такие талантливые, как вы. И грешно жаловаться на природу. Да, правда. И правда. Моя сестра очень одарена своей природой, всегда была. Вот. Дальше она закончила танцевать, она закончила академию как хореограф и репетитор, и дальше она стала работать с артистами как репетитор. Далее она стала пробовать ставить, переносить спектакли. Так что в этом отношении она молодец. У вас еще есть ведь племянница, которая танцует в Мариинке? Да, это гордость, честно, большая гордость. Она очень талантливая девка.
И ну, то, что способны, мы это уже решили, все поняли, Да. иначе не могло быть. Но она очень яркая, невероятно. Не зря она ведущая балерина характерного танца в Мариинском театре. Реально. И притом она закончила на 5 как классическая балерина. Она может танцевать и классику, и характерные танцы, и модерн. Вот это удивительная девушка. Поэтому да, это здорово. Гордость. Да, просто. то есть можно говорить о том, что сложился курдский след, курдская династия в русском балете, правда? Да. А Джамова – это уже балетная фамилия. Вы знаете, да, вот у меня недавно в театральном музее в Питере вот была такая встреча династии Аджамовых, где мы рассказывали о себе и с Нателлой, и с Машей. То есть уже это как сложившийся факт в городе у нас. Это приятно. Факт, который для нас тоже очень многозначителен. Понимаете, мы открываем сейчас наших, выдающихся людей, о которых мы так мало знали. Ну, вот это удивительное дело, мы с вами из одного города. Более того, я вам недавно сказала, что у нас есть общие родственники, и я, к сожалению, вот этого всего не знала. Хочу рассказать вам одну историю. Я думаю, что вам тоже это будет интересно. В 1989 году я была в Париже на конференции, международной конференции по курдам, которую организовал Курдский Парижский институт, правительство Франции и Франс Либерте, это фонд, которым руководила мадам Миттеран. И как-то в один из дней, будучи в Париже, вот в этом институте курдском, я обратила внимание, что на стене висят, сейчас уже не помню, в рамке или не в рамке, под стеклом, какие-то имена. И смотрю, среди этих имен имя Мориса Бежара. Ну, да, я говорю, это спрашиваю у Тиндалы Назана, слушай, а Морис Бежар каким образом? У него, говорит, курдские корни. Я, честно говоря, была потрясена, но я бы не поверила, если бы мне оказалось, что, значит, во-первых, там была его подпись, во-вторых, оказалось, что мадам Миттеран на открытии института приводила его с собой, и он горд своими корнями, он об этом помнит. Потом вот еще один такой факт. Его отец, фамилия отца, его звали Густав Берже. Он известный французский философ и прочие министры, я не знаю кто. Но выяснилось, что значит, у него дед был курдом из турецкого Курдистана. Вот. Но эти люди помнили о своих корнях, понимаете? И когда Морис брал свое сценическое имя, он взял Бежар, курдское имя Бежар, что значит избранный, понимаете? Когда он ставил свой Гулистан балет, да, он тоже взял вот курдскую мелодию, он пригласил Хусейна Ализаде, иранского композитора, чтобы он ему поставил, чтобы там звучала курдская музыка. Это же потрясающие факты. И вот у вас, вы рассказываете о Маше, которая просто вот блистательна, о вашей сестре, ну, о вас я уже не говорю, вы просто, ну, гениально, конечно, отцовчик. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Да, ну, и Маша сейчас, вот, так сказать, ведущая танцовщица. А вы чем занимаетесь сейчас? Вы, так сказать, не танцуете, потому что век танцовщика, он короток, да? Вы же быстро выходите на пенсию. Да, ну, вот вы сейчас видели эту запись, которую вы смотрели «Дорогу». Там мне 60 лет. Там мне 60 лет. Ага. Ну, возрастом вы нас не удивите. Нет, я говорю о другом, что я довольно долго танцевал, очень долго, хотя я мог закончить... Да, это редкость большая. Да. Ну, это тело, это природа. Вот. Да. А то, что я сейчас делаю, ну, то, что, наверное, мне нравится делать, я ставлю. Вот. Я снимаю кино, балеты. Так. Балеты ставлю. Работаю с драматическими актерами, с ними делаю спектакли тоже. Снимаю кино и как актер, и как постановщик, хореограф. Вот. И, по-моему, очень симпатично получается. Вот последний фильм, который мы сделали, это «Мелодии струнного дерева». Безумно красивый фильм. А и что это? там о чем история. Это о любви Лейла и Меджну.
Вот. Это история Хлебникова. Там на две части делится фильм. И у Хлебникова он рассказывает историю Лейла и Меджнун. И вот как преломление Лейла и Меджнун и времени Хлебникова совпадает, и как это об одно в другое переливается. И там, кстати, с Египтом очень много всего связано. Вот такой Это такая любопытный фильм. философская вещь совершенно, да? Да, безумно красивая. И один из фильмов, в который я познакомился с Зарой, это, ну, знаете, тоже наша родственница, Да. певица знаменитой, и я считаю, что она гениальная певица. Вот вы знаете, вот что меня всегда радует? Наши люди удивительно стильные, стилистичные, Абсолютно с удивительной вами согласна. культурой. Вы знаете, вот очень много певцов, но культурных певцов очень мало, стильных певцов очень мало. Вот наша Да, это Зара либо обладает заложено, это на этой генетическом культурой. уровне. Да. И вот первый фильм, который мы с ней встретились, это был «Демон». Она была Тамара, я был Демон. Вот первый фильм, где мы с ней Это когда? В снялись каком году вместе. это было, Ой, Владимир? вы В каком году? знаете, 80, нет, 2003 год, потому что у меня, да, 2003 год. Это мы первый сделали, и второй фильм, где мы с ней встретились, это был фильм «Маленькие трагедии». Да, «Маленький Шекспира». Нет, на «Медном всаднике» Пушкина. Вот, «Маленькие трагедии». Мы встретились. Да. Вот там мы тоже... Кстати, знаете, когда я готовилась к беседе с вами и стала смотреть ваши фото, меня все время преследовала мысль, что я знаю вас, я вас видела. И потом, когда вдруг я прочитала, нет, вдруг вот эти фотографии, одна из них, кстати, вот в анонсе выложена, да, я поняла, кого вы мне все время напоминаете. Врубелевского демона, ну, абсолютно один в один, понимаете? И пазлы сошлись, я поняла, вы тот самый печальный демон, дух изгнания. Это точно. Да, я вот целых 3 демонов сделал. 2 в балете, 1 в кино. Вот так как бы получилось. Вот Даже видите, как 3 в удивительно. балете. Да, вот это странно, но как-то вот, особенно когда был моложе, это все было очень интересно. Вот, я ставлю, снимаю, репетирую, снимаю кино. Вот, довольно активно. Очень активно. Скажите, а что вам вообще, вот сказать, ну, как танцовщику, как постановщику, ближе, вот все-таки классика или современный танец? Они же все-таки отличаются, да, по многим Знаете, параметрам. всю жизнь я учился и как классический танцовщик. Я закончил как классический танцовщик. Я перетанцевал всю классику. От Жизели Лебедины, Сильфиды, Кассары и так далее, Дон Кихоты. Да. Вот. Но при этом какой-то период своей жизни мне стало мало. Я стал работать в современной хореографии. Это нормально, потому что ты вырос, тебе хочется еще краски, еще краски, еще краски. И танцевать современные танцы, танец в любом, или пластику, как угодно мы будем говорить. Если ты владеешь классическим танцем, это легко. А вот если ты владеешь современным танцем, потом переключиться на классический, это практически невозможно. Невозможно, да? Нет. Почему? По-другому тело работает или что? Да, по-другому тело работает, у тебя нет той базы, на чем ты стоишь. А классика – это база. Вот. Вот такая как бы история. Понятно. Вот. Ну, хорошо. Вот сейчас как-то
ступор получился вообще в мировом, так сказать, пространстве, не только искусства. Как вы, чем вы занимаетесь сейчас, когда все мы заперлись по своим квартирам, а вы человек творческий, у вас миллион всяких обязательств по отношению к своим, так сказать, артистам и вообще, что вы делаете, как вы выходите из этой ситуации, как вы существуете вот в этих рамках? Ну, с танцами, будем так откровенно говорить, там много не сделаешь, это нереально. Но я провожу мастер-классы, участвую в фестивалях в онлайн-режиме. Вот. Что-то ставлю, что-то записываю. Ну, сидеть просто это невозможно. Надо что-то делать, потому что иначе ты засыхаешь, если так можно сказать. Это вот. Правда. И самое важное, наверное, я хотел бы сказать, даже не о себе, а о нашем народе. Давайте, это моя любимая тема. Вы знаете, мне просто очень хочется, чтобы народ-то талантливый. И я видел, как наши ребята танцуют наши народные танцы. Это потрясающе красиво. Придвиньтесь ближе к микрофону. Это потрясающе красиво. И ты видишь, ну, просто удивительную координацию тела, движений, как они владеют этим. Ну, у нас на любой свадьбе или у нас любят танцевать. Вот, вы прекрасно это сами знаете. Вот. Да. И хотелось бы, чтобы у нас больше появлялись люди и родители, и дети, которым хочется танцевать. Не только танцевать современные танцы, ну, честно говоря, это малоинтересная забава, а они бы учились бы настоящему классическому танцу. Это, как ни странно, определяет уровень самого народа. Как Это абсолютно, я с вами согласна. Знаете, кстати говоря, я очень надеюсь, что, может быть, так сказать, наши зрители, которые нас слушают, кто-то, у кого есть детки, подумает о том, какая это прекрасная возможность дать своим детям, ну, не просто, так сказать, вот куда-то водить их, да, а вот приобщить их к миру прекрасного. Это обязательство, которое мы, родители, вообще всегда несем перед своими детьми. Дорогие родители, пожалуйста, подумайте о том, как много возможностей у вас, чтобы сделать своих детей счастливыми. И в этой связи, знаете, я хочу напомнить тоже, вот все, может быть, многие не знают, есть в Турции такой, ну, супер, так сказать, мировой бренд «Огни Анатолии». Ну, вы знаете, наверное, да, этот ансамбль «Огни Анатолии». Но ведь это же, этот ансамбль создан курдом. Он его руководитель, создатель, постановщик. Прекрасный. И вот, что, простите? Прекрасный. Вот прекрасный, да, это же абсолютно танец, балет, там все вместе. Так, Бела с Турки вот что-то написала, я даже не успела. Белочка, спасибо огромное, она что-то нам написала с огромным удовольствием. Вот, Владимир, я так рада, что, да, что вас так воспринимают. Вы, правда, абсолютно наша гордость. Я всем нашим вот гостям говорю это, потому что, правда, они все представляют из себя, они все личности, и вы прежде всего личность, совершенно незаурядная, многосторонняя, и это огромное счастье. Вы знаете, вы посвятили своим родителям балет, и я хочу присоединиться, просто вот слова, ну, огромного уважения вашей семье, вашим родителям, что они вот, да, что они сумели... Я думаю, что я действительно горжусь своими родителями, я их очень люблю, они всегда нечто святое, знаете, вот бывает святое. Да, они бывает, я знаю. Угу. Скажите, пожалуйста, они вообще, ну, я знаю, что их уже нет, но они дожили до того момента, когда их дети стали такими вот знаменитыми, известными, гордостью всей страны? Да, конечно. И они очень гордились. Это счастье, потому что они видели, они чувствовали. Вот. Да, и это, конечно, приятно. Вот
кстати, что это было с ними. Это очень приятно, что они успели. Володя, ближе придвиньтесь. Они успели тут получить счастье, Вот. видя меня на сцене, и Нателку, и Машу. Вот. Я хочу добавить просто, дорогие родители, дорогие отцы, мамы, папы, посмотрите, есть музыка потрясающая, народ безумно музыкальный наш. Вот честно говорю, отдавайте их в классическое образование, потому что это только плюс нам. Это Абсолютно, очень нам абсолютно. надо. Потому что народ Ой, я так действительно рада, очень что вы эти талантливый. слова произнесли. Ну, а ваши детки, уверен. чем занимаются ваши дети, Володя? Маленький ходит в 3 класс, очень умненький, очень сообразительный, с юмором и абсолютно свободный. Средний, он учится в 10 классе, очень меня радует, образованный мальчик, очень много всего знает. Вот мы с моим другом, завкафедры кино, обсуждали детей, и вот мой ребенок, он в сравнении с теми, кто учится у них, он просто очень много всего знает и умеет выразить свои идеи, свои мысли. Это очень важно. Он пишет, статьи пишет. Ну, такой... О чем? О чем статьи пишет? О музыке пишет, не о балете. Он абсолютно у меня музыкальный человек. И старший, он уже закончил танцевать, он работал в Мариинском театре, потом уехал в Германию, там закончил танцевать, вот сейчас не танцует и занимается репетиторством. Вот такие мои детки. Слушайте, вот. Но вам есть чем гордиться, понимаете? Ну, да. Еще как-то мне надо еще, чтобы они все стали на ноги. Вот, ну, это станут. Понимаете, это вы им важно. Дали такую основу, вы в них вложили все, что нужно вложить в человека. Они человеки, вокруг вас люди, большая прекрасная семья. И это ваша заслуга, вашей жены, ваших родителей, это заслуга ваших родителей. И это такое счастье, что есть вот эта преемственность поколений, есть понимание того, что как важно, чтобы мы... Знаете, я иногда завидую некоторым представителям других народов, которые, так сказать, озабочены тем, чтобы создать реноме своего народа. Мы немножко в этом деле подотстали, но мы, вы знаете, мы очень быстро учимся, и мы идем вперед такими семимильными шагами, что меня иногда потрясает, как много великолепных личностей выросло за последние десятилетия. И это вселяет большую надежду, большую надежду. Вот. Да, это важно очень. Да, да. Вот, можно ли говорить о курдском балете? Конечно же, можно. Можно говорить сегодня уже о курдской опере. Володя, вам слово, о курдском балете. Можно ли сказать, что мы способны создать курдский балет? Чтобы создать курдский балет, точнее, из наших детей надо очень много трудиться. То, что они могут танцевать балет, однозначно да. Самое важное, чтобы мы верили в наше будущее и помогали ему состояться. Вот это самое важное. Потому что дети у нас талантливые, правда. Насколько востребовано, вот знаете, это как душа. Есть, если есть душа, если мы думаем о свете, который идет от нас, это позволяет нам создавать то, что мы хотим создавать. Если нас же более материальное интересует, вот, это, конечно, тоже необходимо и тоже надо, но должно быть сочетание одного и другого, иначе нам будет очень трудно. Абсолютно. Потому что люди, все народы, у которых есть опера, балет, художники, кинематографисты. Кстати, у нас тоже есть кинематографисты очень хорошие. Еще какие? Композиторы есть, и удивительные скрипачи есть. Ну, вообще много. Нам просто надо собрать, понимаете? И все будет у нас. Это правда. Ну, я думаю, что этот момент настанет, и он настанет очень быстро, гораздо раньше, чем мы все об этом думаем, потому что все к тому идет. И я абсолютно верю,
Я абсолютно верю, что все что-то сказать вот, ну, не случилось, к сожалению, ну, я сейчас не буду говорить в силу очень многих причин, и так складывалась наша история. Но мы, конечно же, мы все помним, и мы идем вперед, у нас огромный потенциал, у нас огромные возможности, и у нас совершенно невероятные амбиции, понимаете? Они питают нашу творческую мысль, и мы настолько амбициозны, мы хотим быть в первом эшелоне, и мы идем к этому первому эшелону. И вот вы, ваша семья, этому такое яркое подтверждение. Вот, что еще хотела сказать? Да, вот я хотела, знаете, я даже выписала, сейчас я найду, куда я это выписала. Вот, это о вас. Я хотела много чего комплиментарного сказать в ваш адрес, но я знаю, что вы потрясающе скромный человек. И я выписала вот из одной статьи, есть такие, вот такие слова о вас. Аджамов не просто красив, он красив феноменально, чем не в последнюю очередь обязан своей азиатской крови. Он курд. Резко очерченный профиль, высокие скулы, смуглый цвет кожи и огромные черные глаза, кажущиеся сумрачно-таинственными, под шапкой смоляных кудрей, облик мужественный, даже суровый, но тем неожиданнее кроткое выражение лица, деликатность манер петербургского интеллигента. А в придачу Аджамову даны от природы темперамент и на редкость чуткое тело, эластичное и грациозное, как у пантеры. Слушайте, ну это, да, вот ваша фотография. Вот как точно, я не знаю, кто это написал, но как точно схвачено, просто вот ваш портрет вырисован, вот понимаете, все штрихи, все, вот все отражено вот в этом небольшом тексте о вас. Спасибо. Можно я сейчас скажу? Просто да. все это есть у нашего народа. Мы так созданы. Ну, значит, вот за что-то же мы так созданы, правильно? Да. Значит, что-то такое мы послали туда наверх, и нам прислали это ДНК, в котором наша суть, наша личность. Значит, что-то мы о себе пока еще не открыли, но мы в предчувствии вот этих тонких струн, которые движут нами. И я счастлива, что вы выражаете именно вот эти мысли, которыми, так сказать, наполнены и мои мысли, и мое содержание. И, знаете, вот завершая нашу сегодняшнюю встречу, я хочу сказать, что я абсолютно счастлива тому, что я услышала, увидела. И я хочу сказать одно японское изречение. Японцы же умный народ, они все, так сказать, облекают в такие формы какие-то своеобразные. Вот есть у них одно такое изречение, их мудрости, что когда рисуешь ведь, нужно обязательно слышать дыхание ветра. Вот такая универсальная фраза, да, она может быть адресована каждому одаренному, талантливому, гениальному человеку. И для меня совершенно очевидно, что вы рисуя свою ведь, вот отражая всю свою суть, вы все время слышите дыхание ветра. Вы тонкий человек, вы другой. Вы совершенно уникальная личность. И я счастлива, что я познакомилась с вами. Спасибо вам огромное за вот эту беседу. Она мне очень была важна. И спасибо всем нашим зрителям и слушателям, которые нас слушали. И тоже я абсолютно уверена, они горды узнать, что есть у нас такой Владимир Аджамов. Такая совершенно, ну, неожиданное вообще вы открытие и потрясение. Да, я желаю вам всех благ. Я желаю, чтобы семья ваша продолжала вот те начинания, то, что было заложено вашими родителями. Может быть, когда-то ваши предки, ваши бабушки, дедушки вот заложили тоже что-то, понимаете? Потому что на пустом месте ничего не возникает. Нельзя взрастить сад на пустом месте. Значит, что-то они вам сделали, что-то они вам дали. И я абсолютно этому обстоятельству счастлива. Будьте здоровы, будьте счастливы, и я вас обнимаю. И спасибо огромное Маруфу, который вот способствовал нашей этой поддержке, чтобы у нас все прошло без сучка и задоринки.
Всего вам Спасибо доброго. большое. Нателле и Маше огромный привет и уважение, низкие поклоны. Спасибо большое. Очень рад был с Спасибо. вами быть с ней.